Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Добрый вечер. Добрый вечер. Я из Киева. Лжешь, собака! А что, Корсунь-Шевченко недалеко от Киева? Да, 150 километров, ты точно. Я с Киева уехал сюда. Вообще там невозможно в Киеве сейчас жить. Да, что Там будет? очень будет? шумно и грязно. Я сейчас на даче нахожусь. Ну Нахожусь да, на даче. все хорошо там, урожай пособирали, все отлично. Урожай пособрали, а сейчас тревога и здесь даже. Тревога, но здесь не так шумно, как в Киеве. В Киеве, если тревога, так начинается пальба, стрельба и это самое. А здесь я телефоны все сообщения о тревогах подключал, и там он слышно где-то на заводе. Вот. Так этот самый. Так слышно, но это не то, что в Киеве. Хотя и уже здесь было дня 2 назад, ночью, в 3 часа ночи стреляли, сбивали беспилотники. Здесь тоже стреляют. Но Как не думаете, так. когда это все закончится? Слушай, я хотел другое спросить. Ну, спрашивайте. Значит, начиналось с такого безобидного призыва СВО, денацификация, демилитаризация. Ну, сейчас начнется! Не, начиналось не с этого. А с чего? Начиналось с Майдан. Кто не скачет, тот москаль. Москаляку на геляку. Понял, принимается, А принимается. потом понеслось по Подожди, Луганску, по Донецку, Минский Вот это же 1, Минский ты начал 2. помог. Ты мне просто помог. Помог задать тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, государство, в котором в 5 раз меньше другого государства, у которой разоружил, во-первых, поуничтожали все наши склады с боеприпасами, поуничтожали все. Забрали у нас все самолеты, забрали у нас все ракеты, забрали у нас ядерное вооружение. Подожди, дай У вас закончить. ядерного вооружения не было никогда. Дай закончим. Ну давай, говорить. Значит, ядерное оружие у нас было 3-я в мире страна была с ядерным вооружением. Следующий вопрос. Так скажи, а сейчас дошло до того, что чтобы провести денацификацию и демилитаризацию, надо это ядерное оружие применить. Нет. И пострадает и Россия, и Украина, и не только эти страны. Очень вся мировая общественность потеряет, пострадает. Нет. Стоило это начинать или не стоило? Вот такой вопрос. Расскажите мне, пожалуйста, какие самолеты у вас позабирали? Те, что резали, Ту-95, все резали, американцы стояли здесь и Сколько, гарантировали. сколько порезали? Кто резал? Слушай, не уводи меня с тем, я спросил тебя, стоило начинать? Было 9, 7 Россия выкупила Не обратно. было, один был порезан. Было, нет. Один был. 2 порезали, 7 Россия выкупила обратно. Атомное оружие у вас откуда взялось? Я спрашиваю, стоило Коды и ключи запуска где находились? Не в Москве, нет? Нет, в туалете находились, на гвоздике. Ага. Дальше. У вас никогда ни хера не было своего. Просил, ХТЗ что производил? КБ Антонов что производила? Вот гандон. Я тебя спрашиваю, что стоило Я не начинать, могу а он, блядь, сам. Стоило. Сказал, да и Стоило за народ Луганска и Донецка. Теперь терпите. А ты откуда? Как они, я из Белгорода. Как они терпели, блядь, столько лет. Так и вы теперь терпите. И не днем меньше, блядь, а еще и больше в 2 раза. Сиди на даче, блядь. А когда думаешь, когда? Когда умрет? Ну ты поешь, ще не умерла, значит скоро уже все. Значит, есть предпосылки. Дебил, выучи язык. Не, я не твой.